Крупные события уходящего понедельника, 11 ноября, в материалах наших корреспондентов. Это «Итоги дня», в студии Петр Васильев. Здравствуйте, вот основные темы. Владимир Путин поручил сохранить ставку 2% по ипотеке на Дальнем Востоке и в Арктике. Расскажем, до какого года продлят действующие программы. Всероссийский форум физиков на площадке Центра «Точка кипения» объединил ведущих ученых, преподавателей вузов и учителей школ. Узнаем подробности. Погрузиться в атмосферу детства и вспомнить молодость. Представители старших и зрелых поколений могут на выставке «Мой адрес. Советский Союз». Вернулись в прошлое наши албанские коллеги. Их служба и опасна, и трудна. Наши коллеги узнали, как встретили свой профессиональный праздник сотрудники МВД в Нерюнгре. Реформатор, поэт и общественный деятель. Сегодня общественность Якутии отмечает 131-летие со дня рождения Платона Аюнского. Президент России Владимир Путин поручил сохранить до 2030 года ставку в 2% годовых по дальневосточной и арктической ипотекам. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам Восточного экономического форума. Напомню, программа позволяет заемщикам оформить ипотечный кредит по ставке в 2% годовых на покупку или строительство жилья на Дальнем Востоке. Действие программы распространяется на все 11 субъектов ДФО. Знаю, что в правительстве были дискуссии относительно условий такой ипотеки в дальнейшем. Предлагаю здесь поставить точку. Сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотекам неизменной, а именно в 2% годовых. Глава государства также поручил определить, каким образом стратегические инвесторы будут участвовать в мероприятиях мастер-планов населенных пунктов и какое возмещение понесенных затрат они смогут получить. Поручение дано по итогам пленарного заседания ВФ этого года, а перечень опубликован на сайте Кремля. В частности, стратегические инвесторы будут участвовать в строительстве, реконструкции или капитальном ремонте социальных объектов, а затем передавать их в собственность субъектов России или муниципалитета. Возмещение затрат предприятия смогут получить за счет налоговых льгот и вычетов в виде земельных участков или других объектов, а также через иные формы компенсации. Уже не раз говорил, нельзя руководствоваться старой логикой, когда сперва заводы, фабрики, а только потом подумаем о тех, кто трудится на этих предприятиях. Такая логика не только несправедлива, она просто не работает в современной экономике. В экономике будущего, которая строится, буквально строится вокруг человека. Именно поэтому вместе с новыми экономическими планами на Дальнем Востоке мы развернули и крупные социальные инициативы, запустили механизм единой субсидии. К другим темам. В Якутии продолжается работа по оказанию поддержки военнослужащим, участникам специальной военной операции и членам их семей. На сегодня 149 семьям оказана материальная помощь на газификацию жилого дома. 505 родителей военнослужащих получили помощь на санаторно-курортное лечение. 360 человек получили материальную помощь для выезда к месту лечения военнослужащего. Помимо этого, участники СВО и члены их семей прошли реабилитацию в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания. В центры занятости населения за помощью в трудоустройстве обратились 192 участника СВО и 409 членов их семей. Из них 150 человек направлены на профобучение, ну а 362 уже трудоустроены. Хочу обратить особое внимание, что 2 ноября принято постановление правительства Российской Федерации об оказании в период проведения специальной военной операции первичной медико-санитарной помощи при заболеваниях и состояниях, включенных в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи военнослужащим в отпуске региональными и муниципальными медицинскими организациями по месту обращения. В Национальном центре медицины проходит межрегиональная научно-практическая конференция «Современные технологии медицинской реабилитации взрослых и детей». Главная задача – обменяться опытом, показать свои наработки в вопросах медицинской реабилитации и наладить совместную работу. Подробнее о целях и задачах мероприятия расскажем в следующем сюжете. Медицинская реабилитация – важная составляющая в комплексном лечении пациентов. На научно-практической конференции у врачей есть возможность обменяться наработками, представить новые методики и наметить совместные научные программы. Реабилитация, к счастью, и мы будем сегодня об этом говорить, уже стала полноценной частью лечебного процесса. Если раньше это было некие такие, мы помним,
лечебная физкультура, физиотерапия, поликлиники, куда приходили пациенты, то сейчас реабилитация, конечно, это очень высокотехнологичный и очень развивающийся сегмент медицины, клинической медицины, медицинской науки. И поэтому очень важно встречаться, рассказывать, что появилось нового у нас, слушать коллег, обмениваться опытом. Благодаря новым методам реабилитации пациенты быстрее выздоравливают, даже после серьезных травм и болезней. Также сокращается время, через которое они вновь могут вернуться к полноценной жизни. Продолжительность жизни, безусловно, стала выше. И в том числе профилактическая и превентивная реабилитация, она тоже в это вкладывает свою, безусловно, лепту. Увеличилась выживаемость пациентов после тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний, нейрореабилитация, онкологические заболевания, травматизация. Это в том числе и детские заболевания, генетические заболевания, потому что поэтому актуальность, конечно, она с каждым днем увеличивается. Важность медицинской реабилитации признают не только медики. Это подчеркивают и на государственном уровне, уделяя развитию этого направления большое внимание. Подходы, которые сегодня будут обозначены с точки зрения и государственных моментов, будет увеличено финансирование на следующий год в рамках Федерального фонда обязательного медицинского страхования, что субъект тоже получит. Будут изменены нормативы. Но самое главное, что будут продолжены программы по улучшению материально-технического оснащения, и оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация будет продолжена в рамках уже федерального проекта, в рамках национальных проектов. Кроме докладов и выступлений в рамках конференции пройдут несколько мастер-классов, на которых врачи смогут ознакомиться с новыми разработками и инструментами, которые помогают в работе по восстановлению и реабилитации пациентов. Александр Хавренко, Джилус Иннокентьев, Якутск. Погрузиться в атмосферу детства и вспомнить молодость представители старших и зрелых поколений могут на выставке «Мой адрес. Советский Союз». Выставка организована некоммерческим объединением по сохранению историко-культурного наследия социализма совместно с детской городской библиотекой. В числе первых экскурсантов были наши коллеги. У алданцев и гостей города вновь появилась возможность совершить путешествие в прошлое и погрузиться в атмосферу советской эпохи. На выставке «Мой адрес. Советский Союз». Сотни экспонатов, воссоздавая колорит минувшего времени, словно рассказывают о быте и укладе страны. Выставка организована некоммерческим объединением по сохранению историко-культурного наследия социализма совместно с детской городской библиотекой. Многое мне напомнило. Вот эти утюги, самовары, это ж все наше. Вот приемник вот этот. Представленные в зале экспонаты являются личной коллекцией директора детской библиотеки Татьяны Ефимовой. Большинство вещей принадлежало ее семье. Часть предметов автор нашла у друзей и знакомых. Многое безвозмездно отдали земляки. Жители Алдана Софьян Гайнутдинов и Ильдус Садаров глубоко понимают нематериальную ценность коллекции и личный вклад в пополнение фонда они сделали ранее. Мне пришлось, как говорится, пройти все этапы политической жизни, начиная с октябренка, пионер, комсомолец, коммунист. В школу я пошел в 1945 году, и был принят в Коммунистическую партию Советского Союза в 1968 году. То есть уже прошло много лет. В этом году выставка проводится в 3-й раз, и первыми ее посетителями стали пионеры и комсомольцы, которые, как известно, бывшими не бывают. Их детство, юность и молодость прошли в стране Советов, и годовщина Великой Октябрьской социалистической революции для них – праздник значимый. Ежегодные встречи в рамках даты являются данью истории и почтением памяти прошлого. В день 107-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции по традиции собрали здесь все поколения, которые представляли собой Союз Советских Социалистических Республик. Это пионеры, комсомольцы, коммунисты, ветераны, дети войны. На праздничной встрече состоялось важное событие. Житель Ленинского Петр Кузьмин был принят в ряды комсомольцев. В торжественной обстановке Петру Викторовичу был вручен главный документ советской молодежи – комсомольский билет. Поздравляю вас. Спасибо. Ваш партбилет, значок.
Самыми юными гостями встречи стали воспитанники Алданского центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Ребята и девчонки сегодня продолжают традиции самого массового детско-подросткового движения страны Советов. Пионерская организация в стенах центра была образована порядка 15 лет назад. Мы пионеры, дети рабочих. Мы оказываем помощь старушкам, дедушкам по улице Комарова. Мы ходим, им дрова рубим, мы копаем иногда им огороды, садим, помогаем. Ну и вот таким вот образом мы, как тимуровцы, оказываем помощь нашим старожителям. В каких платьях и костюмах раньше дети ходили в школу, во что играли учителя, когда были маленькими, и как с пластинок можно было слушать песни и сказки. Выставка вызвала у ребят живой интерес. Впрочем, о некоторых экспонатах ребята знают достаточно. Мы тоже проводили такую же выставку на 100 лет, когда наш 100 лет было у нас. Мы тоже собирали и тоже выставку делали. И ребята тогда еще заинтересовались, а какие утюги были, вот это все на углях. И я думаю, что сейчас им тоже очень понравились вот и игрушки, все они разглядывали с удовольствием. Почетным гостем встречи стал участник специальной военной операции Анатолий Потеруха. Анатолий вернулся домой совсем недавно. Он был комиссован по ранению. Пожелав представителям старших поколений здоровья и сил, военнослужащий дал лаконичное и емкое напутствие молодежи. Учиться хорошо, вырасти, достойно жить, работать, как положено. Торжественная церемония, посвященная 107-й годовщине революции, продолжилась непринужденной дружеской беседой. Ожидается, что эта встреча станет не единственной. Выставка «Мой адрес Советский Союз» будет работать до конца года. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Всероссийский форум физиков на площадке Центра «Точки кипения» объединил ведущих ученых, преподавателей вузов и учителей школ. Основной темой мероприятия стала подготовка квалифицированных специалистов. С подробностями Даяна Федорова. Если театр начинается с вешалки, то технический прогресс начинается с качественного преподавания физики в общеобразовательных учреждениях. Одним из ключевых вопросов форума стала подготовка выпускников школ к единому государственному экзамену. Для того, чтобы учитель был физиком, нужно знать физику саму. Тогда и количество сдающих ЕГЭ у нас увеличится. В этом году мы очень рады, что через ИПКРО прошли курсы повышения качества образования учащихся. И, соответственно, учителя подтянулись, ученики подтянулись. Да? И второй год уже этот эксперимент идет, поэтому считаю, что физика выйдет на уровне. В рамках форума затронули и вопросы проведения лабораторных работ в школах, а также подготовку специалистов в Северо-Восточном федеральном университете. Ребенок должен анализировать, знать, быть любознательным, отвечать на вопрос, почему так получилось, да, знать физический процесс и так далее, выдвигать свои какие-то мысли и так далее. Вот тогда получится хороший инженер. Вот в этом плане очень много вопросов накопило, да, и очень надеюсь, это только первый шаг к становлению хорошего фундамента подготовки будущих учителей физики. Всероссийский форум «Физическое образование. Проблемы и перспективы развития» посвящен 90-летию физико-математического образования в Якутии. Своим опытом и знаниями поделились известные ученые из Новосибирска, Урала и Челябинска. Форум стал площадкой не только для научного обмена опытом, но и возможностью для создания новых идей и проектов. Даяна Федорова, Екатерина Амосова, Семен Семенов, Якутск. Быть работником полиции значит защищать свою родину и ответственно подходить к службе. Об этом могут немало рассказать те, кто связал свою жизнь с законом и порядком. Наши нюрнбергские коллеги встретились с майором Витой Титаренко, который уже 15 лет предан выбранной профессии. Привычная суета рабочих будней в родном отделе МВД. Майор Вита Титаренко на своем рабочем месте в ожидании торжественного мероприятия, посвященного Дню сотрудника органов внутренних дел. Есть время для общения со съемочной группой и воспоминаний. Поступила в институт, обучалась, Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел. Пошла по стопам папы. Он работал в милиции, в ГАИ, для того, чтобы помогать гражданам. После окончания института я была направлена по распределению в Республику Саха-Якутия, так как я проживала в городе Нерюнгри,
поэтому была направлена в МВД по Нерюнгринскому району. В Нерюнгре Вита Титаренко на протяжении 10 лет проходила службу в должности участкового уполномоченного. Сильный и волевой характер все эти годы помогал девушке в сложных рабочих ситуациях. На самом деле служба участковым уполномоченным полиции очень трудна. И девушке, тем более, очень сложно ежедневно справляться с такими трудностями, да, в бытовой сфере, проблемы граждан. У нас нет праздников, то есть, когда люди отдыхают, мы усиленно работаем. Вот, поэтому, конечно, девушкам очень сложно проходить службу в должности участкового уполномоченного полиции. Но, тем не менее, у нас их много и достаточно хороших результатов добиваются. В этом году девушка перевелась в отдел по работе с личным составом. В День сотрудника органов внутренних дел Вита Титаренко получила заслуженную медаль за отличие в службе 2-й степени. В этот день сотрудники полиции принимают поздравления за свою службу на благо общества и обеспечение безопасности граждан. Совершение преступлений на обслуживаемой территории мы снизили кратно. Ряд преступлений, допустим, таких тяжких, как убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, у нас снижено практически на 200%. Вот, учитывая то, что, допустим, интересует наших граждан, а это уличная преступность, это можем ли мы ходить свободно по нашим улицам. Да, я заверяю, что мы можем ходить свободно, потому что в этом плане у нас преступность снижена на 15%, в том числе снижена регистрация по данному виду преступлений. Считаю, что с поставленными задачами мы справились органы внутренних дел. Это спасибо каждому из сотрудников данного подразделения. День сотрудника полиции – это возможность выразить признательность и уважение людям, которые стоят на страже закона и порядка. Этот праздник напоминает нам о важности их работы и о том, что без них наша жизнь была бы менее безопасной и комфортной. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Жители алмазной столицы познакомились с культурой и традициями ингелойцев. Вместе с ними прикоснулась к неизведанному ранее и моя коллега Анна Васильева. Ингелойцы – это этнографическая группа грузин, проживающая в историческом регионе Саингила на северо-западе Азербайджана. Большинство ингелойцев сегодня живут в области Саингила. Проживают эта группа грузин и в многонациональном городе Алмазного края. На самом деле в нашем городе очень мало для развития мамочкам, особенно в декрете, те, кто есть, заниматься с детьми. Мы решили, чтобы для мамочек выходные и честь Дня народного единства чем-то заниматься в выходные. И решили, что это кулинария, многие любят, и танцы. Благодаря Виктории, она тоже не отказалась, с нами присоединилась. Решили 2 разных нации присоединить, ингелойцы и азербайджанцы. Традиционный ингелойский танец на первый взгляд не замысловат, однако все движения символичны, уходят корнями в древнее прошлое, когда танец играл обрядовую роль. Яркий пример – женский танец. Как и у других кавказских народов, ценится прямая осанка, руки обязательно подняты выше уровня плеч, шаги плавные, быстрые и мелкие. Кавказские движения, да, они характеризуют женщину ее осанкой, взглядом. Женщина всегда должна не вниз опустить голову, а только взгляд. Махара – это ингелойские блины из молока буйволицы, которые из-за жирности не всегда позволяют тесту стать пышным и вкусным. Из-за этой особенности у ингелойских женщин появилась традиция перед его приготовлением загадывать желание. Если блин получится, значит желание исполнится. Если нет, значит время еще не пришло. Махара олицетворяет солнце, поэтому блины готовят в сезоны, когда его не хватает – осенью, зимой и весной. Сейчас я готовлю кутаб, наше национальное азербайджанское блюдо. Для этого мы замесили тесто сначала. Тесто – это у нас вода, мука, соль. Мы его замесили. После этого, вот вы видите, я укладываю фарш. Фарш у нас говяжий, лук обязательно и приправы по вкусу, и обязательно зелень. И отправляется кутаб уже либо на сковородку, если в домашних условиях готовится, либо на специальную печь, которая называется саш.
Проведение подобных мероприятий имеет важное значение в деле укрепления дружбы между народами, проживающими на территории Мирнинского района. Ингелойцами проводится большая работа, направленная на сохранению истории, языка, культуры и традиций, а также укрепление межнациональных отношений. Анна Васильева, Мирный. Республика празднует 131 год со дня рождения Платона Аюнского. Его жизнь и деятельность играют ключевую роль в становлении государственности региона. В научно-исследовательском центре книжных памятников Национальной библиотеки Якутии хранятся уникальные издания, в том числе произведения «Красный шаман» и миниатюра издания, куда вошли стихотворные, написанные Платоном Алексеевичем Аюнским. При жизни выдающийся сын народа Саха возглавлял Союз писателей Якутии и сыграл ключевую роль в основании якутского книжного издательства. Ну а свое первое стихотворение Аюнский написал в 1917 году. С этого и началась история якутской советской поэзии. Книги в то время, они издавались малыми тиражами. Вот первая книга приблизительно на 2000 экземпляров всего имеет. И, конечно, быстро разлетелась по всей стране. Поэтому до наших дней сохранилось возможно, всего несколько экземпляров. И один из них находится в нашем фонде. И мы имеем уникальную возможность притронуться к этой книге, да, прочитать эту книгу. И еще один момент уникальности прижизненных изданий – это, возможно, эти книги сам Платон Аюнский держал в своих руках. Цветы к памятнику Аюнского в Якутске, как и в других районах республики, возложили сегодня. Подобные мероприятия проходят во всей республике ежегодно. Отдать дань памяти великому якутскому писателю собрались представители власти, землячества Татинского района, Союза писателей Якутии, коллектива Саха-театра, общественники и студенты. Общественность, народ, интеллигенция собирается в каждый год в одно и то же время. И думаю, что такие традиции прививают молодежи думы Аюнского и раскрывает личность масштаба таких людей, как Аюнский, как они боролись, творили, жили. И поэтому вот такие традиции должны выйти именно из низов и стать объединяющим фактором республики. «Перестать читать книги значит перестать мыслить». Цитата, принадлежащая великому русскому классику Федору Достоевскому. Автору масштабных романов «Братья Карамазовы» и «Преступление и наказание» всегда удавалось выразить глубокую мысль точными словами. О ретроспективе творчества и вкладе Достоевского в мировое литературное искусство расскажет Тимур Колмогоров. Мировая известность писателя неоспорима. За время своей жизни Федор Достоевский написал 12 романов, 4 новеллы и 16 рассказов. Его произведения переведены на 170 различных языков мира. Ознакомление с его работами обязательно для каждого человека, начиная со школьного возраста. Если возьмем роман «Преступление и наказание», этот роман заинтересовывает детей. Внутренний спор идет у главного героя. Дальше вопросы, проблемы веры, неверия, вопросы сострадания, доброты, покаяния, раскаяния в том, что он сделал. Все эти вопросы, конечно, очень важны для человека, который вступает во взрослую жизнь. По произведениям русского писателя проводят множество постановок и спектаклей. Одним из таких стало представление «Дорога к воскрешению», являющееся неофициальным продолжением истории главного героя романа «Преступление и наказание». Достоевский создал такого персонажа, который может вызывать и сочувствие, и осуждение. И вот для меня было вызовом сыграть и показать одновременно и отчаяние, и надежду. И путь от зарождения его теории до его исправления. Школьники постигают основные произведения Достоевского, что дает им школьная программа, когда как взрослые читают и другие его рассказы, глубже знакомясь с внутренним миром писателя. Очень вдумчивый, возможно, пессимистично настроенный человек. Его очень много людей знают про этого писателя и ценят его. Я слышала про него, да, и в школе проходила. Ну, наверное, он очень своеобразный человек, немножко необычный, наверное.
Ну, как-то так. Незаурядно, естественно, немножко выбивается. Один из моих любимых писателей. Считаю, что его надо читать всем обязательно. Романы Достоевского читают во всем мире. По данным ЮНЕСКО, Достоевский сегодня один из самых читаемых писателей. Кроме того, произведения писателя продолжают экранизироваться во многих странах. Тимур Калмогоров, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.